Уважаемые участники Молодежной академии, я рада приветствовать вас, уважаемый господин Розенплеттер, госпожа Искакова и Анвар. Я очень рада, что могу принять участие в таком интересном мероприятии. Хотела бы отметить, что 25 лет назад я была стипендиатом фонда Эберта. И могу сказать всем ребятам, которые участвуют в Молодежной академии фонда Эберта, что фонд Эберта всегда и раньше, и сейчас стремился к тому, и проводил большую работу для того, чтобы дать понимание ценностей демократии, парламентаризма, мира, толерантности. И я рада, что могу тоже принимать участие в таких важных делах фонда Эберта. Институт развития молодежи также является нашим хорошим партнером. Дело в том, что очень важно в Кыргызстане именно участие молодежи в выборном процессе, поскольку молодежь, если мы говорим о статистике, занимает 31%, если мы говорим о 30-летних, да, с 18 до 30 лет молодые люди в списке избирателей занимают 31%. Это такой удельный вес. Но поскольку молодыми можно считать и более старшее поколение, то граждане до 40 лет, если в совокупности мы берем, то это уже почти 60% списка избирателей у нас молодые люди. Поэтому я думаю, что их активное участие было бы очень важно для того, чтобы определять политическую конфигурацию в нашей стране. Поэтому я очень рада, что такая важная тема, как активизация молодежи, проходит так системно, я бы сказала, потому что основной акцент текущей программы – это информированность молодежи для свободы выбора, для осознанного выбора. И я думаю, что совместными усилиями нам удастся внести вклад в решение этой задачи. Хотела бы я начать поскольку ребята, которые участвуют уже третий день в данном мероприятии, уже, наверное, очень много получили полезной информации, я бы хотела где-то обобщить, да, избирательные права граждан по нашей Конституции, коротко совсем, и потом уже перейти к нашим текущим мерам. Прежде всего, Конституция Кыргызской Республики, она, в общем-то, в части избирательного права, она содержит, полностью соответствует стандартам международного демократического избирательного права. Она включает в себя то, что важнейший принцип демократии – это народовластие. И народовластие осуществляется через выборы, референдумы и через систему государственных органов и органов местного самоуправления. И очень важно, что определено в Конституции, что выборы являются свободными, равными, осуществляются при тайном голосовании, что является очень важным для свободы выбора. И тайное голосование, она гарантируется законом. Я думаю, что мы можем этот материал полностью передать нашим ребятам для распространения. И я хотела бы коротко отметить про особенности избирательного права в Кыргызской Республике. Как вы знаете, есть активное избирательное право. Это право избирателя голосовать и избирать своих представителей в выборных органах. И пассивное избирательное право, то есть право избираться. И в Кыргызстане есть особенности реализации этих прав. Активное избирательное право имеют граждане, достигшие 18 лет, сдавшие биометрические данные и включенные в список избирателей. Это потому что я говорю об особенностях реализации. Реализация избирательного права проходит при соблюдении вот этих требований. То есть обязательно должна быть биометрическая регистрация
И в день голосования граждане должны быть идентифицированы на основе биометрических данных. Вот эта особенность часто критикуется, и я знаю, что и среди молодежи тоже есть мнение, что это каким-то образом ограничивает право для участия в голосовании. Но я хочу сказать, что мы при осуществлении реформы вынуждены были предусмотреть ряд механизмов для того, чтобы исключить фальсификации. Вы знаете, в нашей стране, к сожалению, период независимости мы столкнулись с несколькими острыми ситуациями, когда фальсификации в ходе выборов приводили к обострению общественно-политической ситуации вплоть до революции. И поэтому при реформировании выборной системы необходимо было исключить любую возможность фальсификации для того, чтобы выборы проходили мирно, для того, чтобы выборы проходили достоверно. Поэтому достоверность и прозрачность выборного процесса, они стали главными целями при выборе новой избирательной модели и при реализации реформы. Поэтому биометрическая регистрация граждан, она позволила обеспечить полную достоверность участия граждан в выборах. То есть уже нельзя было осуществить определенные, раньше называлось карусели, это когда целый автобус граждан мог от одного участка к другому переезжать и голосовать в пользу одного кандидата. Поэтому биометрическая регистрация – это не ограничение, это просто условия реализации избирательного права, условия реализации права избирателя. Я думаю, что, учитывая, что с момента введения этой регистрации мы получили полную достоверную картину и исключили какого-либо рода фальсификации при участии в голосовании, я думаю, что и результатом этого стало мирное проведение выборов в 2015 году парламентских, в 2016 году местных и в 2017 году президентских выборов. Я думаю, что это условие было оправдано. Мы впервые достигли ситуации «один избиратель, один голос». Кроме этого, не имеет права голосовать, то есть, опять-таки, это особенность кыргызского избирательного права, не имеют права голосовать, быть избранными лица, осужденные на основании, осужденные и по вступившему в силу приговору суда. В принципе, это ограничение, оно тоже достаточно стандартное и во всем мире применяется, но мы считаем своей задачей на следующий этап избирательной реформы дифференцировать вот эти ограничения. Мы видим, что в ряде стран даже для осужденных граждан есть дифференциация, то есть за умышленные тяжкие преступления ограничение остается, а в ряде других случаев, например, за неумышленные, осужденные за неумышленные преступления могут быть допущены к праву голосовать. То есть это вопрос развития. Мы на первом этапе реформы решили задачу достоверности участия в голосовании, и на следующих этапах мы будем двигаться в сторону инклюзивности, то есть вовлеченности все большего числа избирателей в выборный процесс. Поэтому я думаю, что мы будем дифференцировать осужденных людей по степени умышленности, по степени тяжести преступлений. В части пассивного избирательного права, то есть право избирать, тоже в Кыргызстане есть ряд особенностей. Эти особенности есть во многих странах. И включают в себя такие, есть цензы, то есть это требования, и есть ограничения. Цензы могут устанавливаться по гражданству, по возрасту,
по языку, например, также могут быть дополнительные требования по наличию там подписей избирателей в поддержку кандидатов или партий. Так вот, в Кыргызстане есть следующие цензы. Это по гражданству, то есть кандидат на высший государственный пост или на депутатство в Жогорку Кеңеше или в местном Кеңеше не должен иметь гражданство иного государства наряду с гражданством Кыргызстана. Кроме того, есть цензы по возрасту. Например, в Жогорку Кеңеш депутатом может быть гражданин от 21 года и выше. На пост президента граждане могут баллотироваться от 35 лет. То есть эти требования устанавливаются, как вы видите, исходя из степени сложности задач государственного управления. Например, конечно, президентом должен быть зрелый человек, имеющий определенный жизненный опыт, имеющий образование определенное, в частности, вот высшее образование. Вот. То есть ценз оседлости у нас он тоже есть для президента. Гражданин, который баллотируется на пост президента, должен в совокупности прожить не менее 15 лет в Кыргызстане. То есть это тоже довольно часто встречающиеся требования к претендентам на высший государственный пост, поскольку, конечно, человек, который будет управлять, скажем, страновым развитием, скажем, он, конечно, должен знать ситуацию внутри страны. И поэтому такого рода цензы оседлости, они всегда направлены на то, чтобы человек полностью жил проблемами страны, имел полное представление о текущих проблемах и о путях их решения. Вместе с вот этими цензами или вместе с такими требованиями, для лиц, кто претендует, для кандидатов существуют определенные ограничения. У нас два таких ограничения. Это по судимости, то есть не имеет права быть избранным гражданин, имеющий непогашенную судимость. То же самое касается дееспособности, то есть гражданин, признанный судом недееспособным, он также не имеет права баллотироваться. То есть совокупность ограничений и требований, она, в общем-то, достаточно стандартная. Единственное, что у нас есть еще требования, которые сейчас, возможно, требуется переосмыслить и, возможно, необходимо продумать какие-то другие механизмы. Это требования по сбору подписей. Требование по сбору подписей, оно действует в отношении кандидатов в президенты, и кандидат в президенты должен собрать не менее 30 тысяч подписей граждан для того, чтобы подавать документы на регистрацию в качестве кандидата. В других странах такие же требования по подписям могут существовать в отношении партий, которые выдвигают список кандидатов в парламент. У нас вот такое требование сейчас. Ну, это что касается прав граждан избирать и быть избранными. Ну, по уровню, вообще у нас в Кыргызстане есть классификация выборов по объектам. Это выборы президента, парламента, то есть объект, который избирается, да, депутаты местных кеңешей, главы исполнительных органов местного самоуправления у нас тоже избираются, но избираются не гражданами, это мэры и главы Айлок-Мыту, они избираются депутатами соответствующих местных кеңешей. По масштабам выборов есть выборы республиканские, общенациональные и выборы
местного уровня. По срокам выборов это могут быть очередные выборы, либо выборы досрочные. В случае, если тот или иной местный совет, он досрочно был распущен. И в нашей стране применяется два типа выборов. Это пропорциональная система выборов и мажоритарная система выборов. Значит, по пропорциональной системе выборов выбираются депутаты парламента и депутаты городских кеңешей. В нашей стране 31 город, и в этих городах депутаты избираются по пропорциональной системе, так же, как и парламент, как Жогорку кеңеш. Кеңеши аильные, они избираются по мажоритарной системе, то есть индивидуальные кандидаты. Почему у нас такая разница между избранием городских кеңешей, парламента и местных кеңешей? Поскольку на местном уровне решаются вопросы местного сообщества, это может быть очень такой локальный круг вопросов, и здесь очень важно, чтобы депутаты, которые работают, они также очень хорошо знали проблемы местного сообщества. И не всегда это обязательно должна быть партия, которая по пропорциональной системе участвует в выборах. Это могут быть более эффективными, могут быть индивидуальные кандидаты, которые хорошо знают местные проблемы. Кроме того, гражданам легче выбирать на местном уровне депутатов из индивидуальных кандидатов. И связь между кандидатами и между депутатами избранными и гражданами, она всегда лучше на местном уровне, она очень персонализирована. Поэтому я думаю, что мы очень выбрали оптимальный вариант на сельском уровне, когда применяется мажоритарная система, и выборы проводятся с выдвижением кандидатов индивидуально, путем самовыдвижения. Но на аильном уровне кандидаты могут выдвигаться и партиями, но в любом случае они избираются, исходя из количества голосов, которые получил каждый кандидат. На городском уровне и на уровне парламента пропорциональная система, то есть партия выдвигает список кандидатов, и мандаты распределяются в зависимости от количества голосов, полученных каждой партией в процентном соотношении. Опять-таки, подход был такой, что на городском уровне, особенно в больших городах, очень важна определенная стратегическая программа развития города. У нас есть 2 города республиканского значения, 7 городов областного уровня. И поэтому выработка программы развития города – это очень сложно для индивидуального кандидата. И партия, она объединяет в себя определенный интеллектуальный потенциал, она объединяет в себе определенные ресурсы, и партия более успешно, эффективно может вырабатывать общегородскую программу развития. И поэтому я думаю, что это очень обосновано, что городские выборы проходят по пропорциональной системе с участием кандидатов, выдвигаемых партиями. То же самое общенациональная программа развития, например, очень эффективно будет, если партии будут вырабатывать общенациональные программы развития. И поэтому пропорциональная система на уровне парламента, она тоже очень эффективнее, гораздо лучше, чем была бы мажоритарная система с выдвижением индивидуальных кандидатов. Тогда индивидуальные кандидаты, пришедшие в парламент, ну, исходя уже из природы, да, власти парламентской, скажем так, депутатской природы, они бы стремились прежде всего решать проблемы своего округа, локального округа.
для того, чтобы переизбраться в будущем вновь. И, возможно, было бы затруднено принятие решений по каким-то общенациональным вопросам, где требуется консолидация. Но пропорциональная система, которая применяется на уровне Жогорку Кеңеши, она будет, конечно, должна развиваться, и мы уже видим, что в обществе есть дискуссия для того, чтобы, возможно, в будущем применять либо смешанные формы, либо применять голосование, при котором граждане отдают голос не только за партию, но и внутри партии они также формируют определенный рейтинг голосов в пользу тех или иных кандидатов внутри партии. Это дело будущего, и Центр избирком готов в таких дискуссиях участвовать и вносить вклад для того, чтобы совершенствовать нашу выборную систему в интересах избирателей. Еще один момент, который хотела бы я сказать, это прямые и косвенные выборы. Прямыми выборами у нас выбираются президент, депутаты парламента, депутаты местных кеңешей. И через косвенные выборы, я уже раньше говорила, выбираются мэры и главы айыл-өкмөтү, то есть главы исполнительных органов на сельском уровне. Они избираются косвенно через депутатов. Такие как бы двухступенчатые выборы. Сначала граждане выбирают депутатов в представительный орган, и потом представители граждан, депутаты выбирают глав исполнительных органов на местном уровне, мэров и айыл-өкмөтү. Тот же самый принцип можно проследить и в Жогорку Кеңеши, то есть граждане выбирают представителей в парламент, высший законодательный орган страны, и парламент уже формирует исполнительные органы, то есть правительство Кыргызской республики. Ну, вы знаете, что парламент состоит из 120 депутатов. На городском уровне тоже у нас, в зависимости от масштаба города, может быть 21 депутат, 31 депутат, либо вот в Бишкеке и в городе Ош 45 депутатов. На аильном уровне тоже может быть 11 депутатов, если число граждан до 6 тысяч в данном селе. Может быть 21 депутат, это если от 6 до 20 тысяч число граждан в селе. И если более 20 тысяч, то уже 31 депутат представляет интересы граждан в сельском совете. Ну, если говорить о роли молодежи в выборах, она, конечно, исходя из статистики, которую я раньше обозначила, она очень высока. Например, на последних выборах в парламент всего в список избирателей было включено 3 миллиона 25 тысяч 770 граждан. Да, можно вот этот слайд включить. Участием. Минуточку, я хотела бы слайд сразу показать, статистику. Угу. Надо было... Почему-то не включала раньше. Да. Вот вы можете видеть, что на выборах президента в 2017 году у нас было включено в список избирателей, то есть молодежи от 18 до 30 лет 1 051 000. Это составляло 34, почти 35% избирателей молодых у нас было. Явка по стране в целом была 56%. Но из тех молодых граждан, которые могли принять участие, пришли на выборы только 41%. То есть активность молодежи у нас была на 15% меньше, чем активность избирателей по республике. Ну, здесь активность по регионам, я могу дать это потом
Институту развития молодежи, да, я думаю, вы можете распространить. Так вот, я просто хотела бы одну цифру обозначить. Мы запомнили, да, что молодых граждан у нас 1 051 000. Участвовало 437 тысяч молодых граждан на выборах. Президент избран 920 тысячами граждан-избирателей. Просто хочу, чтобы молодежь задумалась, насколько она значима в выборном процессе. И мы очень хотим, чтобы молодежь, голос молодежи звучал более активно, чтобы молодежь приходила на выборы, потому что они могут определять итог выборов благодаря вот такому большому удельному весу среди избирателей. Можно? Ну, вы знаете, мы проводили такой небольшой опрос вместе с Институтом стратегических исследований. Почему же у нас молодежь не активна на выборах? И вот основные ответы были такие, что мы не знаем, насколько роль выборов важна в моей собственной жизни или в жизни страны. Недоверие к системе выборов, неинформированность о выборном процессе. Некоторые не знают, кто участвует, поэтому не могут определиться с выбором. Некоторые отметили, что они не видят в программах партий кандидатов вопросы, которые волнуют молодежь. Конечно же, мы стали думать, что бы мы могли для этого сделать, для того, чтобы исключить эти причины неучастия молодежи в выборах. Сейчас у нас принята новая стратегия совершенствования выборного права и процесса. И, наоборот, на письме поставь, пожалуйста. Конечно, если мы помним, первое было непонимание роли выборов в моей жизни, в жизни страны. И для того, чтобы улучшить это понимание, мы сейчас открываем Центр гражданского образования, который будет проводить специальные программы для молодежи, для улучшения понимания роли выборов и для улучшения понимания ценностей демократии, парламентаризма. Мы приглашаем Институт развития молодежи и фонд Эберта для сотрудничества в этом вопросе. Значит, можно будет? Да, и согласно нашей стратегии, наряду с информационными мерами для молодежи мы будем да, сейчас, минуточку, я попросила коллег поставить нашу еще одну презентацию. Наряду с мерами по улучшению информирования мы предпринимаем большой блок по инклюзивности. Он касается в том числе и молодежи. Ты можешь переключать, потому что у тебя не работает? Так вот, очень важным блоком нашей стратегии является инклюзивность выборов, то есть вовлечение все большего числа граждан к участию в выборах. Я просто хотела бы для молодежи отдельно отметить, что теперь, после объявления выборов, можно будет подавать заявление на включение себя в список избирателей через электронный кабинет избирателя. Я знаю, что молодежь очень ориентирована на применение таких электронных форм, и поэтому я думаю, что
кабинет избирателей электронный, который появится у нас на парламентских выборах уже в начале июля, он поможет гражданам, молодым особенно, решить все вопросы включения в список избирателей через вот этот электронный кабинет избирателя. Наряду с этим я хотела бы обратить внимание, что у нас есть сайт, портал избирателей ТИЗМЕ, который и сейчас уже ежемесячно актуализируется, и вы можете зайти на этот сайт и проверить себя в списке избирателей. Если вы в день голосования хотите голосовать в другом месте, например, вы живете в Баткене, а учитесь в Бишкеке, хотите голосовать в Бишкеке, то эта функция реализована у нас, вы имеете полное право, надо только вовремя подать заявление и включиться в список избирателей в Бишкеке. Конечно, если вы не сдавали биометрическую регистрацию, вам нужно будет ее пройти, и это можно сделать все 3 месяца до выборов. Дальше можно будет, да? Да, дальше, пожалуйста. Не переключайте. У нас немножко техническое, не хочет переключаться у нас. Хочу сказать, что в части инклюзивности нам удалось очень много мер принять для того, чтобы увеличить список избирателей. Вообще во всем мире стандартом является то, что не менее 50% граждан страны должно быть включено в список избирателей. Хочу сказать, что на сегодня численность населения в нашей стране составляет 6 миллионов 523 тысячи граждан. То есть вы помните, в 2016 году мы праздновали, что у нас стало 6 миллионов граждан. Уже за 4 года численность граждан увеличилась на 523 тысячи человек. Так вот, 3 миллиона 385 тысяч из них у нас включено в список избирателей. Это составляет 52% граждан, включено в список избирателей, от 18 лет и выше, сдавшие биометрические данные. При этом остается еще почти 500 тысяч граждан, которым также исполнилось уже 18 лет и старше, но которые еще не включены в список избирателей, ввиду того, что они не сдали биометрическую регистрацию, либо ввиду того, что они, возможно, находятся за рубежом. Вот такая статистика у нас, динамика хорошая, но мы ожидаем, что к выборам она еще увеличится, то есть мы ожидаем еще увеличения списка избирателей за счет того, что молодежь и наши граждане за рубежом пройдут биометрическую регистрацию. Что очень важно для того, чтобы не просто включиться в список избирателей и прийти на выборы, очень, конечно, важно быть информированным. Быть информированным и понимать выборный процесс. И поэтому мы специально предприняли ряд мер. И сейчас с этого года будет расширена официальная информация. Я говорю официально, потому что она будет расширена со стороны не кандидатов, которые всегда дают очень много информации о себе во время выборов, но у нас будет расширена информация именно официально со стороны Центральной избирательной комиссии. И для этого мы сейчас открыли информационный ресурс Талапкер, то есть кандидат. У нас будет ресурс, на котором в обязательном порядке будет опубликована программа каждого кандидата или политической партии. Мы внесли изменения в закон, и теперь кандидаты и политические партии обязаны после регистрации в течение 5 дней публиковать свою программу на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
Они, конечно, и раньше публиковали свои программы в своих агитационных материалах или в своих сайтах, но для того, чтобы эта программа выполнялась, я думаю, очень важно, что она будет зафиксирована на сайте официального органа, то есть Центральной избирательной комиссии. Кроме того, гражданам будет легче искать эту информацию, поскольку они будут знать, что Центральная избирательная комиссия может предоставить им программы всех кандидатов и партий. Так вот, у нас уже работает эта программа. Вы можете смотреть. Есть программы кандидатов в аильные кеңеши, например, на текущих выборах, которые сейчас пока приостановлены из-за пандемии. На текущих выборах в 25 аильных кеңешей у нас зарегистрировалось почти 1000 кандидатов, и программа каждого из этих кандидатов у нас есть на сайте. И кроме того, в 5 городов тоже у нас местные выборы проводились, тоже приостановлены, и в них участвуют 50 списков кандидатов, и у нас есть на сайте программы всех этих партий, которые выдвинули кандидатов на выборы. Еще один вопрос, который тоже направлен на то, чтобы улучшить информированность избирателей, это новые правила агитации. Мы ввели запреты на проведение концертов, спортивных соревнований, как агитационных мероприятий, поскольку они не дают представления о кандидатах, а напротив являются лишь демонстрацией каких-то финансовых ресурсов, ну, на наш взгляд. Поэтому я очень рада, что депутаты поддержали наше предложение, и на выборах в парламент в этом году внесен запрет на проведение концертов на стадионах и спортивных мероприятий. Кроме того, изменилась структура дебатов. Она тоже направлена на то, чтобы улучшить контакт с избирателями, чтобы улучшить портрет кандидатов, чтобы улучшить информацию, которую мы получаем в ходе дебатов о кандидатах. Теперь на дебатах кандидаты должны участвовать только лично, без групп поддержки. А то раньше у нас была картина, что кандидат выступает, а за ним большая группа людей с флажками, с лозунгами и так далее, которые создают какую-то картину поддержки определенной и мешают гражданам увидеть кандидата, увидеть его качество, как он может оппонировать, как он может вести дискуссию, как он видит острые проблемы, какие пути он предлагает для их решения. Поэтому новая форма дебатов, которую мы будем применять, она должна помочь избирателям сделать осознанный выбор на основе более широкой информации. Да, вот здесь показаны сайты, где вы можете всю эту информацию видеть. И очень важным является то, что на этом сайте кандидат Талапкер мы можем видеть финансовую прозрачность кандидатов и партий. Теперь будут публиковаться полностью все поступления в избирательные фонды кандидатов, кто, когда, сколько пожертвовал тому или иному кандидату фонд избирателей. Кроме того, 3 раза в течение выборной кампании будет публиковаться полный финансовый отчет о всех поступлениях и расходах партий или кандидатов на эти выборы. Финансовая прозрачность, мы считаем, очень важный шаг вперед, поскольку это делается впервые. Таким образом, мы формируем определенную культуру прозрачности кандидата не только во время выборов, но и в будущем. Это создается традиция, когда мы знаем, кто поддерживает кандидата, из каких источников он имеет доходы. И, конечно, это будет отражаться на прозрачности
и на определенной политической культуре депутатов, которые будут работать с населением в последующем. Я думаю, что это вот очень важный шаг вперед. Но я хочу завершать, хочу сказать, что это шаги для того, чтобы граждане имели возможность реального выбора на основе полной информации. И я считаю, что очень важно для молодежи три компонента. Это возможность свободного выбора. Для свободного выбора, ну, информация тоже важна, но для свободного выбора должны быть гарантии тайны голосования. Вы, наверное, очень много слышите о тайне голосования, да? Я хочу сказать, что тайна голосования на самом деле это маленький, но самый эффективный инструмент для свободного голосования. Никто не вправе влиять на ваш выбор, и никто никогда не узнает о том, за кого вы отдаете свой голос, потому что это гарантируется тайной, это осуществляется через тайну голосования, которую гарантирует наша Конституция и наши законы. Поэтому в плане укрепления тайны голосования у нас очень много принято в последнее время мер практических и законодательных. За нарушение тайны голосования очень строгая уголовная ответственность предусмотрена. Здесь мы даже сталкиваемся больше с тем, что со стороны самих граждан порой идет раскрытие тайны голосования. Поэтому я призываю вас пользоваться гарантированной тайной голосования для того, чтобы делать свободный выбор. В кабине для голосования никто не вправе на вас влиять, и никто этого не узнает. Поэтому вот часто говорят, распространяются слухи, что через автоматическую урну можно узнать, кто за кого проголосовал. Хочу сказать, что это абсолютно недостоверная информация. Автоматическая урна не допускает раскрытия тайны голосования на всем протяжении голосования, поскольку она не подключена ни к каким сетям. Она действует автономно. Вот. Второе – это осознанный выбор. Мы уже сказали, для осознанного выбора вам необходимо больше информации о кандидатах и больше информации о сути выборного процесса. И эту информацию мы готовы полностью вам давать в ходе выборов, а также через программы, которые будет реализовывать Центр гражданского образования Центральной избирательной комиссии. И, конечно, очень важный третий компонент – это ответственный выбор. Ответственный выбор – это когда вы скажете «нет» подкупу голосов избирателей. Подкуп голосов избирателей – это такая болезнь в Кыргызстане, которая стала очень массовой в последние годы из-за того, что у кандидатов, которые стремятся использовать такие, в том числе нечистоплотные пути победы на выборах, у них нет никакой другой возможности. Они не могут уже влиять, как раньше когда-то, через избирательные комиссии, через другие административные органы. И поэтому они активизировали подкуп, то есть голосов избирателей как единственную возможность победы на выборах. Поэтому здесь сейчас у нас принимается новый закон. Новый закон принимается по ужесточению санкций за подкуп. Но я думаю, что если граждане сами скажут «нет» подкупу, то это будет еще более действенным вкладом в чистоту выборов, чем законодательные меры, которые будут в любом случае приниматься со стороны государственных органов. Поэтому хочется сказать, что в заключение, что чистые выборы, они зависят не только от государства, от органов, которые организуют выборы. Чистые выборы, они зависят от каждого гражданина. И я призываю все вместе идти на выборы. Да, технологии помогают нам и сделали уже наши выборы достоверными, прозрачными, но никакая технология не гарантирует прихода
в парламент, в кенеши, там, кандидатов, которые, ну, идеальных кандидатов. Кандидатов выбирают граждане, поэтому я думаю, что хорошие, демократические, чистые выборы, они зависят от каждого. И призываю всем вместе работать над этим. Спасибо за внимание. Друзья, Карма Бековна, огромное спасибо вам. Действительно, оказывается, очень много информации, которую многие из нас не знали. И, безусловно, у нас очень много вопросов к вам, друзья, Карма Бековна, так что готовьтесь, мы сейчас будем задавать. Ребята, да, я уже вижу первые руки. Так, давайте так сделаем. У нас в чатах есть такая функция, где можно поднять руку. Поднимайте руку, и я буду уже по очереди давать. При этом я попрошу вас, чтобы ваши вопросы были короткими и лаконичными, четкими. Окей? Так, итак, поднимаем руки. У кого есть вопрос? Так, ага. Можно в чат писать. Да, Мариам, конечно, можно. Так. Я вижу руку Александра, Айдину и Мерим. Так, все хорошо, я тоже вижу. Так, наверное, дадим первое слово Александру. Александр, можете задавать вопрос? Ja, vielen herzlichen Dank für diesen ausführlichen Vortrag. Ich habe viel Neues gelernt und Sie haben so viel Wichtiges gesagt und auch was Motivierendes teilzuhaben am Wahlprozess. Und ich denke, es liegt an jedem Einzelnen, dass das gelingen kann, dass Demokratie gelingen kann. Das fand ich sehr motivierend auch nochmal. Vielen Dank dafür. Vielen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich hätte eine Frage und zwar, bis wann können sich denn Parteien zur Wahl registrieren? Welches Datum ist dort final? Und dann, wie stellen die Parteien ihre Listen zusammen? Das wären zwei kurze Fragen von meiner Seite. Und vielleicht könnten Sie noch darauf angehen, wie die Pandemie vielleicht die Wahlen beeinflussen könnte. Dankeschön. Да. Ну, выборы в парламент, в этом году у нас состоятся выборы в парламент, они ну, в соответствии с законом должны проходить в первое воскресенье октября, и первое воскресенье октября в этом году 4 октября, и в законодательстве установлены все сроки избирательных действий. Они, во-первых, выборы должны быть назначены не ранее 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосования. Соответственно, это период с 26 июня, то есть совсем скоро, до 6 июля должны быть назначены выборы в парламент. Кандидаты выдвигаются партиями с момента назначения выборов до... Период выдвижения заканчивается за 40 дней до дня голосования. Регистрация кандидатов, списков кандидатов заканчивается за 30 дней до дня голосования. Соответственно, это 3-4 сентября, да? Регистрация заканчивается и начинается период агитации. Период агитации длится почти 30 дней. День тишины перед выборами – это 3 октября и 4 уже день голосования. Вот такой период выборов, ну, такие этапы выборов. Значит, партии. Каким образом партии выдвигают списки кандидатов? Ну, с момента назначения выборов начинаются съезды, и партии должны принять решение на съездах о выдвижении списка кандидатов. Список кандидатов должен включать не более 70% лиц одного пола. То есть своеобразное такое квотирование, да? И при этом в списке кандидатов каждая 4-я по списку должна быть женщина. Вы знаете, вообще по квотированию, по гендерному признаку у нас
Такой же принцип есть на выборах в городские кенеши. В списках кандидатов должно быть не более 70% лиц одного пола. А вот на уровне аилов, там мажоритарные выборы, индивидуальные кандидаты, там в этом году тоже установлена квота. То есть не менее 30% мандатов в каждом округе на местном уровне квотируются для женщин. Даже если они получают немножко ниже голоса, но эти мандаты для них резервируются. Поэтому это позволяет нам улучшить участие женщин в выборных органах, поскольку ситуация в этом плане, она достаточно такая острая и требовала принятия специальных мер. Поэтому квоты как специальные меры были приняты в Кыргызстане на уровне сел, чтобы улучшить ситуацию участия женщин в выборах. Статистика такова, что на уровне села всего 9% составляют женщины в сельских кенешах. Но вернемся к формированию списков кандидатов на уровне парламента. Значит, не менее 15% также должно быть молодых людей в каждом списке, молодых людей до 35 лет. Не менее 15% должно быть представителей национальных меньшинств, этнических меньшинств. И, кроме того, в каждом списке должно быть не менее 2 представителей лиц с ограниченными возможностями здоровья. Эти все требования установлены в Конституционном законе о выборах депутатов парламента. Можете посмотреть на нашем сайте более подробно тоже эту информацию. Как повлияла на выборы пандемия? Да, в этом году с этим столкнулись очень многие страны мира, поскольку в очень многих странах мира в 2020 году были запланированы выборы. Почти 62 страны отменили выборы из-за пандемии, выборы, которые были назначены на весну этого года. И сейчас потихоньку, учитывая, что, видимо, пандемия становится такой реальностью, с которой мы должны уметь обходиться, из-за этого уже многие страны начинают вновь назначать и проводить выборы с применением специальных мер защиты для граждан. Например, уже в июне намечены выборы в Боснии и Герцеговине, на август намечены выборы в Казахстане и Белоруссии. Осенние выборы пока еще не перенесла ни одна страна. Они намечены примерно в 15 странах. И пока ни одна страна не внесла коррективы на перенос или на отмену выборов осенних. В Кыргызстане должны были быть проведены выборы в 30 кенешей 12 апреля. Из-за пандемии они были приостановлены и будут возобновлены, как только сложатся условия для безопасного проведения выборов. Кроме того, вот я уже раньше сказала, осенние выборы пока планируется провести в сроки, которые установлены законодательством. Конечно, приоритетом является защита здоровья граждан на выборах, поэтому даже в случае проведения выборов в сроки и в случае возобновления местных выборов в ближайшее время они будут проведены с полным применением средств защиты. Каждому избирателю будут вручаться маска, перчатки. Каждый избиратель будет иметь возможность пройти дезинфекцию. Будет проводиться, конечно, дезинфекция помещения, всего оборудования. Будут измеряться температура на входе. То есть мы намерены в случае проведения выборов полностью защищать наших граждан от рисков заражения. Но как влияет на выборы пандемия? Да, 2 вещи необходимо учитывать в случае принятия решения о проведении выборов в период пандемии. Должны быть условия созданы не только для того, чтобы исключить риски для здоровья граждан,
но должны быть условия для того, чтобы и кандидаты, и избиратели имели возможность полностью реализовать свои избирательные права. То есть должна быть соответствующая информация о кандидатах, должна быть возможность, да, в основном это информационная возможность, да, возможность встречаться с кандидатами, кандидатам встречаться с избирателем, то есть осуществлять свою агитацию и так далее. То есть вся совокупность мер, которые мы принимаем для реализации прав, она должна иметь соответствующие условия. Поэтому мы в равной мере учитываем эти два компонента при проведении выборов в период пандемии. Друзья, Спасибо. Кармалбековна, спасибо большое. Я сейчас обращусь ко всем участникам нашего мероприятия. Сейчас по программе должен был быть уже завершение части Нурджия Кармалбековна, однако в связи с тем, что у нас очень много вопросов, я предлагаю продолжить вопросы-ответы нашу рубрику, а потом уже закончить. То есть мы чуть-чуть по времени сдвинемся, минут на 20, получим ответы, а потом у нас будет перерыв, и мы можем также попрощаться с Нурджией Кармалбековной, если никто не против. Следующий вопрос Мирим будет задавать. Мирим, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Мирим. Спасибо вам большое за презентацию, было очень интересно. У меня 3 вопроса. Вот. Первый вопрос – это насколько вот независимо функционирует ЦИК от власти, потому что мы читаем, вот, например, что определенные барьеры некоторым кандидатам могут появиться, и поэтому я бы хотела услышать ваш комментарий. Второй вопрос, с какими международными организациями вы сотрудничаете в развитии транспарентности выборов и в продвижении демократических выборов? А третий вопрос касается, проводите ли вы опрос у избирателей насчет, например, программы партий? Существуют ли платформы, где избиратели и члены политических партий, они обмениваются информацией? Спасибо вам большое. Да, Марьям, спасибо. Очень хорошие вопросы. Значит, насколько ЦИК независим от власти, да? Это очень хороший вопрос. ЦИК – независимый орган организации выборов, это конституционный орган. Его главная задача – подготовить и провести выборы. Для того, чтобы усилить независимость Центральной избирательной комиссии в нашей стране, тоже это было одной частью реформы, да? Значит, сам принцип формирования ЦИК, он предполагает независимость этого органа. Принцип формирования таков. 12 членов ЦИК, из них 1/3, то есть 4 избираются от парламентского большинства, четверть избирается от, треть избирается, то есть 4 членов, 1/3 избирается от парламентского меньшинства, и 1/3 избирается от президента. Президент выдвигает 4 членов Центра избиркома. Это выдвижение. И потом всех 12 членов ЦИК избирает парламент. То есть кого-то могут избрать, кого-то не избрать. Ведется изучение кандидатур, на комитетах рассматриваются. То есть парламент, как орган, сформированный в результате выборов, избирает Центральную избирательную комиссию. Это очень хорошая основа, но в мире существует очень много разных моделей. В том числе, например, в мире есть модели, когда 1/3 может выдвигать, например, независимое сообщество экспертов, юристов и так далее. Ну, в нашей стране такая система, и она тоже достаточно традиционная. В очень многих странах есть такой принцип формирования Центральной избирательной комиссии. Хочу сказать, что в законе определены 7 принципов работы Центральной избирательной комиссии, и среди них есть
очень важные. Во-первых, это коллегиальный орган. Решения принимаются голосованием. Во-вторых, это один из принципов. Во-вторых, есть принцип беспристрастность, то есть равное отношение ко всем участникам выборов. Это принцип беспристрастности мы в этом году включили в закон о комиссиях, поскольку это, наверное, один из самых важных принципов работы комиссии. Ну, да, очень много говорится, что какие-то барьеры кандидата могут создаваться со стороны ЦИК, что ЦИК неравно относится к кандидатам. Об этом очень много говорится, и поэтому, чтобы... Есть один хороший инструмент для того, чтобы самим делать выводы, беспристрастен ЦИК или нет. Это, во-первых, понимать выборный процесс, во-вторых, иметь полную информацию. Поэтому Центр избирком всегда проводит открытую работу. На парламентских выборах все заседания Центра избиркома будут транслироваться в открытом режиме. Вы можете сами убедиться, насколько Центр избирком работает беспристрастно и равно по отношению к всем кандидатам. Со своей стороны, как председатель ЦИК, я считаю, что мы принимали все решения по прошедшим выборам и в будущем на основе закона, который устанавливает те или иные требования к кандидатам. Второй вопрос – это по сотрудничеству с организациями. Ну, во-первых, на все выборы, особенно национальные выборы, мы приглашаем международных наблюдателей. Это такие признанные авторитетные организации, как ОБСЕ, парламентские ассамблеи, есть разных организаций. То есть парламентская ассамблея, например, Совета Европы, парламентская ассамблея ОБСЕ, парламентская ассамблея СНГ, Тюркского совета и так далее. Например, на последних выборах участвовало почти 800 избирателей от 56 международных организаций. Это очень важно нам, чтобы иметь возможность тоже работать над совершенствованием системы, чтобы иметь возможность исправлять ошибки или исправлять недостатки текущей системы. Поэтому вот взаимодействие с организациями, которые осуществляют мониторинг выборов, это, наверное, одна из самых важных направлений нашего международного сотрудничества. Помимо этого, мы работаем с организациями, которые представлены в нашей стране. Это тот же, например, офис ОБСЕ, это Европейский Союз, это посольство зарубежных государств, это Международный фонд избирательных систем, АЙФИС, USAID, агентство зарубежных стран, это швейцарские, например, ряд организаций швейцарских, с ними тоже у нас активно. И, конечно же, мы очень много работаем с Германией. Германское посольство является тоже нашим активным партнером, и политические фонды Германии тоже имеют мы давно и много работаем по вопросам участия молодежи, по вопросам развития парламентаризма, демократии. И, кстати, в ближайшее время у нас будет, например, лекция посла Германии по вопросам германского парламентаризма. Мы работаем, я не могу не отметить, конечно, ПРООН, то есть программа развития ООН, очень наш эффективный партнер. И мы сейчас развернули и реализуем двухлетнюю большую программу, которая как раз-таки поддерживает и молодежный компонент, имеет молодежный компонент, и имеет широкую программу для участия женщин, мигрантов, граждан с ограниченными возможностями здоровья. Третий вопрос – опросы, да? После каждых выборов мы проводили в процессе реформы в 2016 году, в 2017 году, в 2015 году опросы общенациональные. Наши партнеры, надо сказать, проводили
Мы были с ними во взаимодействии и включали блок своих вопросов по выборам в эти опросы. Очень важно делать опросы для того, чтобы измерять уровень доверия к выборам. И эти опросы показали, что уровень доверия к выборам у нас был, скажем так, плачевный, когда мы начинали реформу. И я очень рада, что он медленно, но верно, уровень доверия возрос, особенно вот в результате проведенной реформы. Эти опросы теперь стали обязательными. В этом году, в прошлом году, вернее, в 2019 году в закон внесли важное положение, что Центр избирком обязан организовать общенациональный опрос после каждой избирательной кампании для измерения уровня доверия к выборам. Туда будут, разумеется, включаться и вопросы, связанные с кандидатами, с партиями, с программами партий. Как раз после этих выборов 2020 года мы можем проверить, насколько помогло гражданам то, что то, что внесена норма об обязательной публикации программ партий и кандидатов. Мы можем как раз посмотреть, насколько это помогло гражданам улучшить свой выбор в пользу тех или иных достойных кандидатов. Поэтому опросы мы проводили, будем проводить. Я думаю, что мы можем сделать, в принципе, определенный ресурс, где мы выставим результаты предыдущих опросов, но их можно посмотреть в том числе на сайте USAID, поскольку последние годы этот опрос финансировался при поддержке USAID, проводился. Нуржан Карманбековна, я следующее слово хочу передать нашему эксперту-организатору, который выходит на связь из Берлина, господину Оливеру Мюзеру. Оливер, слово вам. Оливер? Мне кажется, идет перевод, да, сейчас? Оливер, по-моему, куда-то отошел. Хорошо, тогда идем дальше. Нуржан Карманбековна, есть такой вопрос от Мариам Османбековой, нашей участника. Как вы смотрите на то, чтобы у нас была возможность выбирать не одну партию, а отдельных лиц? Имеется в виду пропорциональную систему. Потому что мы голосуем за определенные лица, но в итоге видим совсем других лиц, а точнее бизнесменов. Ну, вообще-то мы голосуем за списки кандидатов, если речь идет о парламентских выборах. Мы для того, чтобы список кандидатов, за которые проголосовали граждане, не подвергался большим изменениям, большим искажениям, мы усилили механизм исключения кандидатов из списков. Теперь, раньше были определенные споры, определенные недовольства, когда кандидатов без их ведома исключали из списков кандидатов по решению лидера партии или по решению руководящего органа партии. Для того, чтобы список он сохранял какую-то жесткость после голосования, введена простая, но действенная мера – это личный приход, личное заявление самого кандидата. И только в случае, если он по каким-то важным причинам не сможет лично участвовать, то он может нотариально заверить и передать заявление через представителя. Раньше я скажу так, что после голосования, например, в 2015 году на последних парламентских выборах, после голосования в течение 3 дней 130 кандидатов было исключено из списков кандидатов партий, которые прошли в парламент. И это привело, конечно, к большому изменению в списках, которое, возможно, было неожиданным для избирателей, которые голосовали за эти списки. Так вот, как я отношусь к тому, чтобы мы постепенно избирали не только партии, но и кандидатов? Я отношусь к этому очень положительно, как к следующему этапу совершенствования, развития избирательного процесса. Но почему
почему в 2010 году мы перешли вот на полную пропорциональную систему, при которой мы избираем только на основе партийных списков. Дело в том, что в нашей стране очень сильны были тенденции трайбализма, и они, возможно, это сохраняется и по сей день. Так вот, когда мы по мажоритарной системе избирали, то очень сильно было вот такой вот принцип выбора: избрать своего там парня, своего там джигита от определенного округа и так далее. То есть, и мы видели, что это очень сильно у нас. И помимо этого получали преимущество те, кто обладает большими ресурсами на местном уровне. Кроме этого, это вело в том числе к определенной нестабильности в парламенте, когда мы имели там 100 с лишним депутатов, каждый из которых стремится общий республиканский бюджет, из него урвать для собственного округа и так далее. То есть на определенном этапе развития мажоритарная система, она не вела к интеграции и к выработке каких-то общенациональных развивающих программ, да, и она не вела к объединению, она больше разъединяла. Избирательная система должна служить целям того или иного этапа развития. Я думаю, что через пропорциональную систему мы в 2010 году, когда у нас был очень большой кризис, когда были очень сильные тенденции разделения страны, так вот, через пропорциональную систему нам удалось в 2010 году заставить или там вынудить политиков искать лидеров во всех регионах, налаживать работу с избирателями во всех регионах. То есть это улучшило способность партий формировать общенациональную повестку развития. Поэтому это было веление времени. Я думаю, что мы пришли к тому этапу, когда мы можем уже внедрять больше механизмов для улучшения связи. Депутат, мы должны, депутат и избиратель. Я думаю, что как только изберется новый парламент, мы должны как раз серьезно сесть над тем, чтобы совершенствовать уже сам тип выборов парламента, где у нас будет больше больше взаимодействия, наверное, больше связи через внедрение механизма голосования по открытым спискам. Открытые списки — это когда голосуете и за партию, и за кандидата. Ну, примерно, может быть, как в Германии, да? Эта система очень хорошо, эффективно работает в Германии, в Швейцарии. Мы сейчас изучаем этот опыт. Мы хотели бы, и мы слышим запрос общественности на такие изменения. Жден Кармабековна, мы немножко опаздываем по графику. Я сейчас зачитаю общие 3 вопроса, последние, которые мы бы хотели вам задать. Озвучу их очень коротко. Вопрос номер 1. Будет ли выборы 2020 года в парламент? И придут ли граждане в условиях пандемии? Это раз. Второе. Проблема подкупа. Как вообще ЦИК борется с проблемой подкупа? Есть ли у вас какие-либо механизмы? И третье. Обязательно ли каждому кандидату знать кыргызский язык? Вот. 3 вопроса обобщающие, и на этом мы закончим. Нет, первый вопрос. Выборы. Мы планируем выборы в парламент, и мы надеемся, что они пройдут в срок. Это очень важно для политической стабильности, и это очень важно для для демократии. Придут ли граждане в условиях пандемии? Я бы очень хотела, чтобы граждане пришли и активно участвовали в голосовании, а со стороны Центра избиркома и правительства будут приняты меры для защиты здоровья граждан на избирательных участках. Поэтому я могу только призывать граждан участвовать в выборах и принимать все необходимые меры для защиты их здоровья. Вот. Я второй вопрос не расслышала. По поводу подкупа...
по поводу подкупа. Как раз в парламенте принят во втором чтении уже закон об эффективных санкциях за подкуп. Почему раньше эта борьба была неэффективной? Потому что подкуп относился к категории преступлений частного характера. То есть только пострадавшее лицо могло подать заявление о подкупе. Сейчас, с 2019 года, подкуп является преступлением публичного характера. То есть любое лицо может, которое столкнулось с подкупом и имеет доказательства осуществления подкупа, может подать заявление, и будут возбуждаться уголовные дела по заявлениям о подкупе. То есть оно стало преступлением публичного характера. И это очень важнейшее изменение. Теперь в парламенте еще будут приняты законы о том, чтобы расширить круг субъектов, которые привлекаются к ответственности за подкуп. Это не только кандидаты, их родственники и доверенные лица, но и вообще граждане, которые осуществляют подкуп. Кроме того, граждане, которые подкупают голоса, но также вносится минимальная ответственность административная в виде штрафов за получение взятки за голосование в пользу определенных лиц. Я понимаю, она немножко спорная с этой стороны, но мы убедились в том, что это двусторонний процесс. Подкуп можно послать заслон, только если все вместе мы за это возьмемся. Но борьба с подкупом будет более эффективной. Какой был третий вопрос? О наличии кыргызского языка, знания кыргызского языка и вообще будут ли тестироваться кандидаты на знание? В законе установлены требования о знании кыргызского языка для президента. Это на основе кыргыз-теста. Для мэров городов Ош и Бишкек, для мэров городов других также установлена подача сертификата о знании кыргызского языка. Вот. В отношении кандидатов в депутаты парламента, депутаты местных кеңешей такого требования не существует.